Сегодня на нашем вейп-канале мы расскажем вам, как кадрить цыпок. Не так ли, петушок? Всем привет, ребят, с вами Джо с вейп-канала. На этой неделе я хотел бы забазарить про заблуждения или о других какахах, которые рассказывают про физические эффекты от вейпинга. И как, в принципе, парение отличается от курения, затрагивает ваше тело физически, ну и, быть может, в моральном плане. Хз, я ебанутый. Ебать! Люблю я сосать. Я ебан. Сосать хочу я. Для большинства пацанов бросать курить самая хардовая вещь. Для меня это такая же хуйня была, так что я знаю твое чувство. Хорошие новости в том, атомайзеры, блоки питания и другую ебучую хуйню можете заценить на вейп-бункере. История вейпинга прошла долгий путь за короткое время. В большинстве своем ты можешь юзать никотозную жижу, либо безникотозную. Но если ты будешь ебашить никотиновый жижак, твои кровяные клетки сожмутся в кусок дерьма. Звучит блядски страшно, правда? Кажется, я слышал вой твоей мамаши. Не похуй. Но у меня для вас охуенные новости! Кофеин делает то же самое! Любите соду? Короче, все вещи на земле делают тебе бубо. Давайте лучше я вам расскажу, как вейпинг может помочь вам в моей художественной лаборатории. Это, короче, легкие. На самом деле они не настоящие, это я их нарисовал. Курильщик, когда он уже курил более чем дохуя раз, короче, просто дохуище, его легкие покрываются токсинами и канцерогенами, которые провоцируют непосредственно рак. Но когда он вейпит, это говно начинает выводиться. Слышите это? Чтобы не ебать вам мозг, давайте ускорим это. Окей, теперь давайте сопоставим это дерьмо нарисованное с предыдущим дерьмом нарисованным. Короче, эти расщелины, наполненные дерьмом, начнут вычищаться, и вам станет дышать намного легче. Да, пахнет неплохо. В общем, когда вы будете очень-очень дохуя вейпить, ваши расщелины полностью расчистятся до белого цвета. Все мы знаем, что парение помогло улучшить жизнь парильщикам, а они не курят. Поднимите руки, кто думает то же самое, не то уебу. Я прочитал огромное количество дезинформации и огромное количество вбросов про жижи. Могут ли, в принципе, навредить электронные сигареты? Я могу лишь сказать об одной вещи. Когда я бросал курить, у меня обнаружилась аллергия на пропиленгликоль. Если вы смотрели мои видосы ранее, то вы могли заметить, что жижа содержит пропиленгликоль, глицерин, медицинский никотин, ну и различные аромки. Хочу обратиться к тем пацанам, у которых такая же проблема, как и у меня. Я вас наебал. Пропиленгликоль используется в ингаляторах, в жрачке и в питьевой воде. Да вообще в духуище чё? Зубной пасте, масле. Да, машинном масле. Ой, чувак, намажь мне мой зад и машина маслом. Машина маслом. Но если у вас реально такая хуйня, используйте просто растительный глицерин. Проконсультируйтесь с учителем по химии. Я, конечно, не химик, но если у вас реально такая хуйня, вы можете запилить 100% глицерин. Я знаю двух пацанов, которым реально нравится юзать глицерин. И знаете почему? Глицерин делает жирнющий пар. Итак, мальчики и девочки, сейчас вы должны сделать две вещи. Первая вещь из всего этого ебучего дерьма — это, естественно, подписаться на мой канал. Затем, естественно, подписаться на вейп-бункер и... Блять, ну, вы понимаете, нужно пососать мой хуй. Хуй сосать. Сосите мой член. Как же я хочу, чтобы мой хуй пососали, сука, ебаный, блядь, сосите.